Yes, prave. Mi sias che Hector estas tre granda specialisto, mi tre gioias che li estas kun ni hodiaŭ, kaj certe mi estas certa che hodiaŭ ni havos tre interesan diskutadon. Hector estas laŭ mi estas unu de plej gravaj specialistoj pri rusia sociolingvistiko kaj eble monda lingvistiko, sociolingvistiko ankaŭ. Güllü? Akşam hayır olsun saygılı ana dilim tatlı bal grupasının azaları, saygılı dil aktivistleri, dünyanın her tarafından toplanan dil aktivistleri. Bilirsiniz bizim bir rubrikamız var. Rubrikamızın adı Şimdi Gagavuz Dili Zamanı. Bu rubrikada biz dünya aktivistlerinden, dil aktivistlerinden toplanıp birlikte Gagavuz diline nasıl yardım edeceğiz onu laf ederiz. Bugünkü misafirimiz Hector. Hector kendisi Katalonyalı, yaşıyor ama sanırım Rusya'da. Ben sanırım hani bizim dostumuz, bu programalara bana yapmaya yardım eden Artyom Sergeyevich Fedorinchik bize yardım edecek, açıklayacak Hector için. Bilmiyorum anladınız mı? Bu arada Artyom Gagavuz dilini öğreniyor. Onun için sanırım Artyom beni anladı. Пожалуйста, Артем, познакомьте нас с Хектором. Да, и для Даю тех, вам кто слово. по каким-то странным причинам до сих пор не понимает гагаузский язык, я скажу, что Hector это очень известный социолингвист, прежде всего в российском контексте, но также в мировом. Поэтому, я думаю, сегодня будет очень интересно. Кроме того, Hector большой сторонник языкового разнообразия. Даже на примере своей семьи он показывает, что действительно это поддерживает не только в теории, но и на практике. Я думаю, у нас сегодня тоже будет возможность это обсудить. Вот. И вообще мы с Hectorом знакомы очень давно, дружим, и, по-моему, у нас сегодня очень интересный гость, и нас ждет очень интересная дискуссия. Hector, слово тебе. Да, спасибо. Но тем не менее, это что я вообще никакой в мировом уровне в социолингвистике. Абсолютно. Но да. Более-менее, да, знаю. Я из Каталонии, как вы и сказали, но я давно живу в Чувашии и знакомился с ситуацией чувашского языка и других языках России, поэтому тоже ситуация в других языках высшего советского пространства мне понятна. И, если мне попросили говорить о ситуации с каталонским, но я сразу говорю, это очень далеко от того, что, например, есть в Гагаузе, или если то, что есть в России. Но, тем не менее, как все случаи, они дают какие-то взгляд и можно понять о чем, что происходит, общее понятие о социальных вопросах с языками. Как вы увидите, ситуация с каталонским языком она очень различается по разным территориям, и это я буду сравнить больше всего 3 из этих территорий, чтобы немного понять, какие результаты разных политики, но эти политики тоже являются результат тоже какие-то мнения, которые есть в определенной территории, и это тоже является результатом экономических действий, исторических и так далее. Идем. Я очень извиняюсь, я очень плохо говорю перед публикой, и я мало подготовился на сегодня. В конце концов, то, что я сделал, это написать много, и потом, не знаю, слишком много.
сделаю то, что возможно. Хорошо. Видно? Пока нет. Пока нет. Ну, написано, Эктор Алысыфон запустил демонстрацию экрана, и пока демонстрации нет. Демонстрации нет. В принципе, Zoom, мне кажется, что должно быть видно. Попробуй перезапустить, потому что как-то уже очень долго. Понятно. Сейчас. Теперь видно. Хорошо. Окно. Что F-свет. Идем. Ладно. Но ну, сегодня то, что я буду говорить о языковой политике, которая есть в каталоноязычных странах, говорится, на территории. В настоящее время то, что понимается как языковая политика, это комплекс действий, которые предпринимают различные участниками в обществе. То есть государственные органы, муниципалитеты, школы, фирмы, НГО, родители и так далее. У нас мало времени, я здесь больше всего буду говорить о политике сверху вниз, то есть то, что делают государственные органы, больше всего региональные органы, больше всего. Но эта политика, которая идет вниз, конечно, в демократическом устройстве она связана с идеей, которые циркулируют в обществе о языках. То есть нам надо понять тоже, какие есть эти идеи в обществе, которые ложат под такими политическими решениями. Второй уровень. Что каталонский язык? Каталонский язык – это романский язык. Ну, как французский, испанский и так далее. Если сравним базовой лексики, каталонский язык является более похож французским, чем на испанский. Но тем не менее есть длинные контакты с испанским, и то сделает, что было сближение с испанским языком в течение последних столетий. Но фонологический строй, система местоимения, глагольная морфология четко различают испанский и каталонский. Если моноязычный испанец слушает каталонский язык, просто понимает отдельные слова и менее о чем идет речь. Не больше этого. Это надо иметь в виду, чтобы понять, что идет дальше.
Вот карта каталонского языка с административным делением. Более темным синим цветом это территория каталонского языка. На северная часть, рядом с морем, это Северная Каталония, которая принадлежит Франции. Маленькая часть на севере – это Андорра, которая является отдельным, самостоятельным микрогосударством. Это большой треугольник, это Каталония. На юге Валенсия и острова – это Балиарские острова. На западе Каталонии, как видите, язык идет, говорится и в соседний регион, а наоборот, в Валенсии, на западе, западная часть Валенсии говорят на испанском языке. Кроме этого, в остров Сардинии есть один город, который говорят на каталонском языке, по крайней мере, пока. Немного о демографии каталонского языка. В этих разных регионах примерно есть 14 миллионов жителей. Из этих 14 миллионов жителей примерно 12 миллионов понимают каталонский язык. По крайней мере, так они говорят, когда есть опросы. Примерно 9 миллионов говорят на каталонском, то есть владеют языком, но примерно 4,5 миллионов, да, 4,5 миллионов это язык родным. То есть это немного странный региональный язык, можем говорить, у которого примерно больше, чем половина говорящих не являются первичными говорящими. Что-то достаточно социально сильный язык, который дает эту возможность, что много людей, для которых это не является родным языком, тем не менее изучают его. Другой вопрос. Если посмотрите о количестве жителей, 96% говорящих на каталонском языке находятся в Каталонии, Валенсии, Балиарских островах. И именно из-за этого я буду говорить в основном об этих трех регионах. Остальные, они очень интересны, у них есть свои проблемы, ситуация в них очень различается. И если у вас после есть вопросы о них, пожалуйста, я буду пробовать немного ответить на них. Хорошо. Некоторые чуть-чуть о истории. Есть режим генерала Франко, это диктатура, которая идет с 1939 года до 1977 года. В этой диктатуре была большая политика против каталонского языка и других региональных языков Испании. Но разные очень важные вещи. Первый. Каталонский язык в этом каталоноговорящих в этом периоде стали двуязычными. Они раньше, большая часть из них не была. Второй. В Каталонии тогда приезжает много мигрантов из других регионов Испании. И эти мигранты, которые говорят на испанском языке, не могли изучать каталонский из-за этого климата политического.
раньше все мигрантов во втором поколении стали каталоноязычными, но здесь нет. И эти мигранты и свои дети и так далее, они стали большинством в каталонском обществе. Каталоноязычных не теряли свой язык, но язык стал меньшинством из-за того, что из-за этих демографических изменений. В Балиарских островах более или менее стало похоже на как в Каталонии, а в Валенсии там был население, городское население переходило в этих годах из каталонского на испанского. Не в деревнях, но и в малых городах, но в больших городах, да. Таким образом, везде то, что происходило, что каталонский стал только внутригрупповый язык. Каталонцы с испанцами говорили всегда на испанском языке. Раньше это не происходило. И с другой стороны, в Каталонии, в Балиарских островах, средний и высший слой населения говорили в основном на каталонском языке. То, что поняли и совершенно правильно мигрантов, это что для социального восхождения то, что надо, это изучать каталонский. Иначе будут проблемы, просто не будут получиться. И из-за этого, когда демократия прошла, это то, что это надо иметь в виду. Демократия в Испании есть в течение уже 40 лет примерно, чуть больше. И здесь надо понять, что тоже есть разные моменты и различия. В Каталонии в течение этих 40 лет в основном это было политика была доминирующая каталонскими партиями. И они строили политику на продвижение каталонского языка. 40 лет. В Валенсии это не было так. В первые 10 лет было какой-то левый парламент, какая-то политика умеренного продвижения каталонского языка. Потом 20 лет левого правый парламент, у которой там была политика свободный выбор, то есть испанский как доминирующий язык стал сильнее, потому что свободный выбор, то, что помогает, это сильнейший. И в Балиарских островах более или менее было как в Каталонии, кроме в течение 4 года, у которой была какая-то радикализация, и была какая-то валенсианизация политики. Но в основном как в Каталонии. Идем немного быстрее. Общего законодательства в Испании. Испанский язык является официальный язык везде в Испании. Но тем не менее есть автономные общества везде в Испании, и каждое из этих автономные общества могут выбрать дополнительные языки официальные. Всегда испанский является официальным. Но в Каталонии, например, у нас есть 3 государственные языки: испанский, каталонский и окситанский. Очень важный момент. Конституционный суд в 80-х годах признал, что поскольку, например, каталонский является официальным,
он имеет полную силу для всех целей в пределах автономного общества. И нет никакой необходимости использовать дополнительный язык. То есть, если что-то написано на каталонском языке, не надо никакого перевода на испанский. Просто потому, что это официальный язык. Иначе это неофициальный. Да? Ты можешь написать что-нибудь на урду, например, давать перевод на испанский и вот действующий документ. Да? Но нет, это официальный язык, то есть можем использовать только каталонский или баскский или что-нибудь. Хорошо, сейчас с этими предпосылками начнем немного с образовательной политики. В Каталонии есть модель образования, который говорит, что все дети идут в одна группа. Не хочется, чтобы было разделение общества на потомков коренных жителей и потомков испанских мигрантов. Хотят, чтобы все были одинаковые, и они вместе учились. И с другой стороны, то, что хочется, что носители испанский язык изучали хорошо каталонский язык. Эти предпосылки для модели образования в Каталонии. Следовательно, на практике, как это идет? Каталонский является язык образования в школах. Каталонские дети изучают в дошкольном возрасте. В школе все идет, в принципе, на каталонском языке. Испанский используется в некоторых предметах, но особенно там, где есть много испаноговорящих. И это достаточно неформально. Но он используется и в этих неформальных отношениях, например, в вопросах в классе, он используется довольно часто. В 2010-х годах была какая-то радикализация испанских консерваторов в власти в Испании. И были новые законодательства в Испании, у которых дали возможность, чтобы родители выбрали образование на испанском языке везде в Испании. В Каталонии это меньше один родитель из 1000, и в некоторых годах меньше, чем 1 на 10 000 выбрали такое образование на испанском языке. И вам упоминаю, 2/3 населения родной язык испанский. Валенсия. Совершенно другой модель образования. Там есть выбор. В эта часть, которая является испаноязычной, каталонский является только предмет. Но это примерно 15% населения. Основная часть, которая в основном теоретически является каталоноязычной, там можно выбрать испанский как основной язык обучения, в котором есть несколько предметов, которые обучаются на каталонском языке, особенно в среднем и образовании. Но в основном образование на испанском языке. Потом есть одно
программа обучения на каталонском языке для каталаноязычных и есть программа языкового погруждения, у которой испаноговорящих выбирают каталонский как язык обучения. Как и в Каталонии и в Балиарских островах, это в последних годах еще стало более сложным из-за того, что сейчас есть и программы, которые включают и английский язык в качестве языка обучения. Но это встаем. В дополнение то, что есть обучение для детей, тоже есть большие программы для обучения для взрослых. Но можем это говорить и позже, если у вас есть интерес. Очень важный момент – это идея о увеличении требованностей региональных языков. Здесь есть большие различия о разных языковых политиках в разных областях Испании. Посмотрим то, что происходит в наших 3 регионах каталаноязычных. В Каталонии. Каталонский является рабочим языком органов власти в автономной области и для муниципалитетов. А тоже во всех предприятиях, и государственных служб, которые связаны с ними. То есть в здравоохранении, например. Все, которое связано с государственным или муниципальным уровнем, все идет на каталонском. Это по закону уже с 1983 года. В основном уровень C1 требуется для работы в них. Почти везде. Например, если кто-то хочет работать как водитель или как кондуктор в автобусе, пожалуйста, C1 необходимый. Но если вы иностранец, вам надо C2, не C1. Валенсия. Совершенно другая ситуация. В 1983 году педагогический персонал, преподаватели нужны владеть каталонским языком на уровне C1. Это в 1983 году. Всех, даже преподаватель испанского языка. Просто вы преподаватель, вам надо каталонский. Точка. Но для других нет никаких требований. Это только дает некоторые баллы, когда у вас есть конкурс. Если есть конкурс, а вы знаете каталонский, хорошо, 5 баллов, 10 баллов, не больше. Это только критерий, не требования. С ноября прошлого года новое правительство, которое есть на власти уже 8 лет, наконец сказал, что каталонский будет обязательно, будет требоваться, но для старших государственных служащих это будет на уровень C1. Для обычных служащих это будет только уровень B2. И здравоохранение, как по-прежнему, никакое требование, это будет только критерий. Это будут только некоторые баллы. Если знаешь, хорошо, если не знаешь, но тоже. В Балиарских островах похоже на Каталонии, как всегда, но
гораздо меньше. Административный персонал и средний и старший технический персонал на уровне C1. Основная масса администрации это только B2. И наемный персонал B1. То есть это которые госслужащие, но просто которые работают для госадминистрации, но нет для региональной администрации. Но не являются госслужащими. Только B1 и не больше, чем этого. Смотрите, это очень важно, потому что это дает большая потребность, если вы хотите работать в администрации, вам надо или не надо каталонский. Частный сектор обязательства это гораздо меньше. Например, в Каталонии обязательства для частного сектора только появились в 1993 году, то есть 10 лет позже то, что было для государственных служащих. И в начале только требовалось то, что, например, продавец понял то, что говорит клиента, если клиент говорит на каталонском. Но он может спокойно отвечать на испанском. Которые, на самом деле, эти двуязычные диалоги, они существуют в обществе, в Каталонии. Это более-менее принято. Но в 1998 году уже требования усилились, и уже теоретически по закону, если клиент говорит на каталонском, тебе надо ответить на каталонском. На практике это не всегда так далеко. Но тем не менее такое обязательство есть и дает какое-то усилие для каталонского. Хорошо. Кроме этих требований, то, что важно, это как будут люди, преподавание и юридические обязательства знать каталонский, это хорошо, но тем не менее надо усилить контакт с каталонским, иначе не будет получиться то, что люди действительно смогли его изучать на достаточном уровне. Поэтому, например, одна из вопросов, который очень законодательство много занимался, это все, которое связано с вывесках и указателях. В Каталонии и на Балиарских островах, как правило, они написаны исключительно на каталонский язык. Если что-то написано только на каталонском языке, просто вам надо понять этот язык. Даже вам надо понять письменный язык. Вот. С другой стороны, топонимика в Каталонии и Балиарских островах это только на каталонском языке. Нет двойные названия, например, на каталонском и на испанском для городах или для деревнях. Даже это считается достаточно диким. Вообще. В Каталонии тоже есть исключения, есть часть, которые говорят на окситанском языке, и там просто все, которое я говорю, на самом деле, в Каталонии для каталонского языка, в этой части, в Вальдаран, это окситанский. И образование, и сигнализации, абсолютно требования для работы, это окситанский, который является необходимым. Не каталонский.
И, ну, не каталонский, но на самом деле и каталанский, но и окситанский. И в Валенсии там есть гораздо более случаев двуязычия в вывесках, в указателях, в названии деревнях и так далее. Средства массовой информации. Это был очень важная часть языковой политики, начиная с Каталонии. В 1983 году, когда все это началось, в Каталонии создали телевизионный канал полностью на каталонском языке. Качество было действительно превосходным. Новости, фильмы, спорт, детские программы, конкурсы, все было прекрасно на каталонском языке. Например, футбольные матчи только могла видеть на каталонском языке, потому что они покупали все матчи лига на каталонском. Просто все болеющие посмотрели футбол на каталонском языке. Это много денег, но это была инвестиция, и это сделали. Проблема в том, тогда было только 2 канала, а сейчас есть сотни. И на самом деле эти сотни новые каналы, которые появились в 90-х и особенно в 2000-х годах, они почти все не работают на каталонском языке. Они на испанском, на английском, на французском, на сколько хотите языках, но на каталонском гораздо меньше. Поэтому, если я посмотрел в прошлом году в Каталонии, например, аудитории телевидения на каталонском языке, это было только 18,5% людей. Но даже меньше, чем эти людей, для которых это каталонский является родным языком. На радио, наоборот, почему-то каталонский является очень распространенным. Скорее всего, это более распространенным, и более популярным, чем испанский. Не очень понимаю, почему, но так мне кажется, так бывает. Еще, и сейчас закончу, немного, чтобы понять, немного то, что происходит снизу, и не только. Ассоциативный мир, в который и везде в Испании очень сильный, но особенно в Каталонии, Балиарских островах очень сильный. И он функционирует в Каталонии и в Балиарских островах практически только на каталонском. И в Валенсии, мне кажется, что в основном на каталонском. Это очень важно. То есть, смотрите, если кто-то организует какой-то праздник или какое-то культурное представление и что-нибудь, это почти всегда будет на каталонском. Просто контакт с каталонским с этой точки зрения это массовый. Книг, например, очень распространены на каталонском. Даже когда есть эти новые бестселлеры, которые публикуются переводы из других литератур, чаще всего из английского, они чаще всего представляются одновременно, выходят
и на каталонском, и на испанском. И каталонский вариант, перевод, просто читается очень хорошо, иначе эти частные издательства, они это не сделали. Театр в основном, даже подавляющее большинство, по крайней мере в Каталонии, это функционирует на каталонском языке. Но, возможно, это из-за того, что это очень связано с государственными деньги и помощи, которые происходят. Но почему-то высокая культура, кажется, функционирует больше всего на каталонском языке. Так же, как и очень популярно с другой стороны. А кино – это совершенно наоборот. Кино – это чисто коммерческим. Фильмы на каталонском языке просто они исключение. Более или менее каждую неделю есть новости, но если посмотришь, если есть выбор, на 20 фильмов на испанском есть один на каталонском. Ну, не знаю, тем не менее, это большие фильмы, например, эти, которые в прошлом году вышли «Аватар» или фантастические «Тайны Дамблдора» и так далее, они вышли тоже на каталонском, но тем не менее с меньшим количеством копий. Здесь фильмы это тоже большая проблема. Ну вот, я хотел говорить на максимум 30 минут. Мне кажется, что больше это будет намного более интересно, если вы задаете вопросы. Спасибо, Эктор. Коллеги, прошу поднимать руки или как-то обозначать себя в чате или еще как-нибудь обозначать себя. Мы готовы к вашим вопросам. Ольга Трефилова, пожалуйста. Ольга, у вас поднята рука, но мы вас не слышим. Ольга, к сожалению, мы вас не слышим. Хорошо, тогда я задам вопрос. Как бы у меня на самом деле, конечно, много вопросов, да, но вопрос, который меня интересует, наверное, прежде всего. Вот в каком году можно сказать, что это была самая низкая точка для каталонского языка? И что было самым низким, да, то есть до какого уровня, я так понимаю, что это во времена Франко было, до какого уровня опустился каталонский язык с точки зрения инфраструктуры? То есть я так понимаю, что он почти ушел из школ, он почти ушел из документопроизводства, из медиа и так далее, да? Ну, я понимаю, что... Не почти, полностью. Полностью. Почти. То есть в каком году это было, и если можно кратко, вот как бы по количеству носителей, по сфере использования, то есть, ну, вот какой-то минимум, который был? Ну, это сложный, потому что зависит от показателя, который можно видеть. С одной стороны, да, когда видим все эти официальная часть, он вышел полностью из этой административной жизни, из официальной жизни, из школы, полностью. Но с другой стороны, он был совершенно живый язык, который говорили большинство населения. И потом были, если говорим чисто о Каталонии, потом были эти демографические изменения, которые, они, как сказать,
и не обязательно плохими для языка. То есть, потому что если посмотришь на цифры, количество говорящих на каталонском языке никогда в жизни было столько, как сегодня. На самом деле, то, что происходит, это что часть говорящих на испанском языке переходит к каталонскому. Небольшая часть, но часть. Не наоборот. В Каталонии. В Валенсии это другое. Но в Каталонии это то, что происходит. И с другой стороны, то, что получается, что есть миллионы людей, которые сейчас говорят каталонский как второй, как дополнительный язык. Поэтому, если посмотрим, например, как процент из населения, говорящих на каталонском языке, мы сегодня находимся в самом низкий уровень, и через 5 лет, и через 10 лет еще будет хуже. Точно. Потому что демографическое количество новых мигрантов, они больше, чем количество людей, которые переходят с испанского, больше всего, но тоже из берберском, из урду, из других языков на каталонский, как первый язык. Поэтому зависит от того, что видно. Не знаю. Так, ну давайте попробуем Ольге Романовой дать слово сейчас. Да, Ольга, пожалуйста. Да. Спасибо большое, Эктор, это очень интересно. И у меня вопрос, на самом деле, связан с вопросом Артема. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете роль монастыря Монсеррат во франкистские времена, в период, когда каталонский язык был в таком положении подавленном? Что они делали фактически? Как им удалось сохранить язык, развить? Какова была деятельность монастыря? Ну, из культурной точки зрения очень важно. Например, начиная с того, что они стали издательством, очень важным. И из франкизма был ультракатолический диктатурой, в которой католический был обязательный, почти обязательной религией и так далее. Официальной, но даже официальной. То есть, благодаря тому, что были католики, и которые это сделали, им было гораздо легче, например, издать книг на каталонском. И у них было больше свободы, например, сделать встречи, которые стали политическими. Не только. И некоторые из движений антифранкистской именно связаны с Монсерратом, и не только с Монсерратом, но вышло из католической церкви. Поэтому из этой точки зрения тоже очень важно. Они распространяли свои издания? Каким образом книги? Это было нормальным изданием, потому что люди могли покупать. Смотрите, то, что теоретически и каталонский не был полностью запрещенным с точки зрения издания каталонских книг. Просто немного. Они застреляли несколько писателей, политиков и так далее в первых годах. Это понятно. И в первых годах, то есть 40-х годах, издание каталонских книг было возможно. Но на пренормализованной
каталонский язык, не на современной орфографии, но это орфография, которая использована раньше. И особенно, если это связано с религией. Потом больше и больше было возможно издать книг, новых книг на уже современной орфографии и так далее. Но чисто запрещенность каталонский не был. Я когда был маленьким, существовали уже, например, какие-то журналы для детей на каталонском языке. Но я, например, я не знал, что они существовали. Даже мои родители не знали. Потому что они существовали, они теоретически могли бы покупать, но где точно именно в какие-то определенные места, хотя и не было легко. Я сам изучал читать каталонский язык, когда мне было, не знаю, 12-13 лет. И мне было очень даже трудно. Орфография для меня была как будто дико сначала. Просто связан не был с письменным каталонским языком. Артем, можно в продолжение еще вопрос маленький? Да, у нас тут уже очередь собралась, ну давайте уже. Есть ли, как осуществляется стандартизация каталанского языка сейчас? Вы говорите новая орфография, а каким образом она кодифицирована, как она возникла, кто занимается, кто наблюдает за Если вам нормативом? интересует, у меня есть большая статья об этом на русском языке. Но в основном орфография каталонского языка зафиксирована между 10-х и 20-х годов. Она зафиксирована тогда. То, что сейчас происходит, это что есть как субстандарты. То есть я не хотел об этом говорить, потому что слишком трудно, но более или менее. Есть немного различные лексики в зависимости от разных диалектов каталонского языка и немного разные морфологии. И то, что происходит, это что в Балиарских островах они пишут чуть-чуть по-другому, и в Валенсии пишут чуть-чуть по-другому, и это принимается как правильной форме. Но на самом деле я могу читать, иногда я читал роман и изданный в Валенсии, и не знаю, после 5 страниц я видел, это из Валенсии. Чаще всего это понимаешь раньше, но тем не менее, это, я не сказал, анекдотичный нет, но различия небольшие. Но тем не менее это существует. Да? Если ты сейчас под стандарты и есть какие-то дискуссии, может быть. Спасибо. Пожалуйста. Так, Ольга Трефилова, попробуем сейчас. Да, спасибо большое. Я специально даже ударение поставила. Я Трефилова. Простите. Да, спасибо большое за доклад. И у меня даже несколько вопросов, поскольку вы не коснулись этого, но не знаю, входит ли в это в программу, так сказать, обсуждений. Я хотела спросить, какая там ситуация с, там, диглоссией, там полное двуязычие. Вот раз вы говорите о том, что даже каталонский язык призван быть вообще где единственным, то есть раз он является государственным, значит, не нужно испанского. Потом, опять-таки, в продолжении этого вопроса, существует ли перевод с испанского на каталонский, я имею в виду, например, литературы, и вообще нужно ли это, и как вообще это осуществляется. Кроме того, вот вы сейчас упомянули региональные отличия, но на самом деле, наверное, это даже не столько региональные, сколько диалектные. Изучал ли кто-то диалектное членение каталонского языка, существует ли оно и насколько оно серьезно? Вот оно разделяется, опять-таки, диалекты по тем
границам административным, которые вы показывали, или там деление не совсем, так сказать, связано с административными границами. И последнее, это касается каталонского фольклора. Потому что, конечно, он не может быть ни на каком испанском, и это, кстати, подтверждают вот ваши последние примеры с массовой культурой. Безусловно, массовая культура будет на каталонском, потому что это культура, ну, частично народная, там, скажем, особенно наверняка в тех землях, в которых как раз массовая культура связана с традиционной духовной культурой. И вот у меня как раз тоже вопрос, существуют ли какие-то записи каталонского фольклора, занимается ли вообще кто-то этим, в каком он соотношении с испанским, насколько вообще это изученная тема? Спасибо. Ладно, я не знаю, что еще будут диалекты, диглоссии. Могу сказать, сегодня диглоссии нету. Было, абсолютно, было абсолютно распространенное диглоссии в 90 веке и почти большая часть 20 века. Мне кажется, сегодня можем достаточно уверенно говорить, что диглоссии уже нету. Может быть, какое-то старшее поколение, но не больше, чем этого. О диалектах каталонского. Да, есть две большие группы диалектов, которые называют восточный и западный. Больше всего это различие в фонетике, но есть тоже в лексике и частично тоже в морфологии. В основном большие, это двумя группы, это больше фонетических и потом второй лексикальный. Потом внутри этих две восточный и западный, потом идет разные диалекты. В основном есть 5. И когда идет о различии между Востоком и Западом, различие там немного, но там одно деревня говорит на одном, и следующее уже говорит на другой. Когда находится это изменение, которое из севера на юга, все идет очень медленно, и разные изменения просто очень-очень медленно происходят. Например, различие между, можем сказать, каталанский, который говорит в Каталонии, западный, северно-западный каталонский и валенсийский, есть очень медленно происходит. Очень медленно. И также происходит различие между северно-каталонским и центрально-каталонским очень медленно происходит. Понимание между диалектами не дает особенных проблем. Хотя это стало очень большой политический проблем в Валенсии. Но тем не менее, я знаю ни одного человека, нормальный, который не политизированный, который сказал, что из Валенсии, который не понял ни тот, который говорит из Каталонии, или наоборот. Просто проблем нет никаких. И были проблемы, сейчас гораздо меньше, когда слушаешь, например, из Каталонии, человек из островов, из Майорки. Тогда может быть какие-то проблемы, и надо определенное время, чтобы привык на различия. И это интересно, потому что две восточные диалекты, теоретически они должны быть близкими, но на самом деле они труднее понятны из-за большего различия в фонетике. Не могу объяснить. Чтобы идет о массовой культуре, фольклоре и так далее.
смотрите, то, что я говорю, что да, нормально, было бы нормальным, если это фольклор, что все происходило на каталонском языке. Но, например, в Чувашии, в Руси это не так. Это не так. Ты идешь в праздник, например, чувашский праздник, и хорошо, они поют на чувашском, но все написано на русском. И говорят в микрофонах очень часто на русском, даже большинство случаев на русском и так далее. Если ты идешь на таком праздник в любое место в Каталонии, ты просто другой язык не слышишь. Кроме туристов, конечно, которые там являются. Это так. Что изучение фольклора и все это, она супер хорошо изучена, просто в Каталонии, вы видели, это 14 миллионов жителей, там есть много университетов, это изучение, даже каталонский фольклор уже идет больше, чем 2 века. Есть сколько хотите о каталонский фольклор, нет проблем. Можно найти индустриальное количество работы об этом. Спасибо большое. У меня еще был вопрос, возможен ли перевод с испанского на каталонский? Да, совершенно правильно. Они существуют. Мало, но существуют. Например, у меня есть книги, переведены с испанского на каталонский для моих, которые читают мои дети. Почему? Потому что они очень плохо владеют испанским языком. И просто потому, что они почти никогда не бывают в Каталонии. Но это отдельный случай. Переводы из испанского на каталонский, мне кажется, это для меня тоже было немного странным в начале. Но сейчас, кажется, что есть больше людей, которые предпочитают читать что-то на каталонском, хотя это оригинал на испанском. Редко есть такая публика, мало. Я могу сказать, например, был один очень известная книга, которая издана 10 лет назад, который исторический роман, который был очень известным, написано испаноговорящих писателем из Каталонии. И все связано с каталонской историей средневековой. Если я читаю эту книгу, для меня на испанском не будет очень странно читать его на испанском, потому что там связано с каталонской историей. Я знаю, какие у него источники, которые это каталонские книги, писанные в 13 веке, он просто копирует и иногда полностью. Читать это на испанском для меня это немного странно. Я предпочитал читать эту книгу на каталонском, потому что это, мне кажется, единственный случай, в котором я читал книга оригинально написана на испанском, на каталонском языке. Единственный случай. Спасибо большое. Пожалуйста. Ольга Анатольевна. Да, спасибо. Спасибо за доклад интересный. У меня вопрос относительно валенсийской проблемы, потому что известно же, что есть такая точка зрения, что валенсийский отдельный язык. Более того,
в отчетах Меркатора там есть данные, вот в недавних, про то, что на валенсийском преподавание идет. Вот что это, пожалуйста? Это другой вопрос. Вопрос с точки зрения лингвистический, даже нет никаких сомнений, спокойно, о том, что это один язык. Ой, я прошу прощения, что перебиваю, но мы же знаем все прекрасно, что вопрос язык, имеем ли мы дело с языком или с диалектом, это не чисто лингвистический вопрос. Да, но тем не менее, должна быть какая-то логика в этом. Некоторая, да. Чуть-чуть. Ну, тем не должна менее. быть какая-то логика в этом. Но если говорить о какой-то язык, какой-то имеет точно границы, связанные с какой-то административной границей. Нет, ну это понятно. Вот это полный абсурд. Именно потому, что нет вообще административная граница никаким образом это является языковая точно. И по крайней мере, если это отдельный язык, по крайней мере, например, ну, не знаю, но юга Каталония говорит на валенсийском языке. Ну, с этой точки зрения. Другой вопрос, мне кажется, здесь, то, что вы говорите о Меркаторе и так далее, это другой. Вопрос о том, как назвать язык. Просто в Каталонии языком мы называем каталонским, а в Валенсии они называют валенсийским. На самом деле, название языка были очень много местных названий языка. Просто даже в Валенсии жители Алаканта говорили, что они говорят на алаканском, а не на валенсийском. И в Каталонии, например, жители Тортоза на юге говорили, что они говорят на тортозским языком. Именно из этих диалектов, которые происходят. Другой вопрос это, они считают, что это отдельный язык, или это просто название языка. Например, личный пример. Я 30 лет назад, именно когда это был горячие проблемы в Валенсии, я приехал в Валенсию и с некоторыми иностранцами, и между нами мы говорили на иностранном языке, на английском, а с люди, которые были с нами, я говорил на чисто барселонском языке. Барселонском говорю. И они говорили на чистом валенсийском, никакая проблема. И в определенный момент один из людей, который пришел со мной, который говорил со мной на английском, он говорил на каталонском, потому что он был каталонец, другие были иностранцы, но до сих пор он всегда говорил на чистый барселонский диалект. А валенсиане говорили, но ты говоришь на валенсийском. А мы просто там шутились, потому что, да, конечно, мы говорим на валенсийском. Для нас это было абсолютно понятно, что для них валенсийский и каталонский просто это одно и то же. Это просто название одного языка. Это был только пример. Но сегодня эти дискуссии о том, что это язык или диалект, мне кажется, что они исчезали. Даже, мне кажется, что практически 20 лет назад они исчезли. То, что вы нашли, это, кто говорит, были много дискуссий о том, что как назвать языка. Каталонцы хотели, что в Валенсии говорили, не сказали, что они говорят на каталонском, а часть валенсийцев говорили, что нет, это отдельный язык. Особенно это
правая партия и особенно ультраправая партия. Это сейчас исчезли. В Каталонии считается хорошо, это будем назвать это каталонский валенсийский, а другие принимают это как это. Договор в том, что будем назвать этот язык как одно и то же. И все, ничего большего. Один язык, две названия. На самом деле, как испанский, кастильский, испанский, они являются синонимами в Испании. Синонимы. А я могу задать еще вопрос, Артем? Вот по поводу преподавания. Стандарт, я правильно понимаю, это вот то, что вы называете барселонским каталанским, да, ну или северным каталанским. Вот стандарт, стандартизован какой язык? Какой язык преподается в школе? Какой вариант? Зависит. Что называется стандартом? Первое. Письменный стандарт или разговорный стандарт? Нет, ну письменный, но то, чему учат детей. Да. Не, извините. Сегодня это различается. Ага, то есть... Это различается. И даже Институт de Estudis Catalans сдал особенно очень интересную работу о какой разговорный, стандартный разговорный каталонский язык. Так, хорошо, стандарт. Не история, но уже стандартный, это уже... То есть уже и устный стандарт есть. Но, что кажется о письменный язык, можем говорить. Это письменный язык, который создан в Каталонии Помпео Фабра в 20-х годов, и в основном это, можем говорить, я не могу сказать, что это барселонский. На самом деле, потому что, если посмотрите, там есть различия между А и Э, О и У. И это ты найдешь на западных диалектах, а не в восточных диалектах. Я говорю шоколада, а не шоколада, как написано. То есть это тогда на базе скорее западного. Это на самом деле это... Или это смешанные? Как сказать? В России есть такое принято, что надо читать так писано. Ну, когда как. Более или менее. Ну, это, конечно, не как в английском. Да. Но, например, когда есть какая-то стандартизация языка России, считается, что так, как написано, это стандартный язык. А когда это было для каталонского языка, это никто так не думал. Вопрос в том, что принялось на базе письменный язык, классический письменный язык, который была создана каталонская литература в 13, 14, 15 веке. Там есть большая литература, очень длинная, очень интересная. И просто не сделали как современный вариант, немного упростили орфографии, стали больше близко к тому, что сегодня говорится. Но, например, если там различают между О и У, и этимологически это логично и так далее, и часть говорящих так делают, это сохраняется. Если, например, есть различие между В и Б, которые также это было раньше, но, например, в Каталонии она исчезла полностью. Это влияние окситанского языка с 16 века. Полностью исчез. Но в Валенсии и в Балиарских островах они полностью различают между В и Б. Это сохраняется в орфографии и так далее. Да, морфология, которая есть, глагольная морфология, которая используется в Каталонии, она более барселонская. Просто это был выбор
этих грамматиков 20-х годов. И именно здесь есть различие между этими подстандартами. В Валенсии они имеют другую морфологию, и именно когда я читаю книгу, то, что я сразу вижу, это различие в морфологии, в глагольной морфологии, и тоже в Балиарских островах. И это различие в подстандартах. И вот у меня вопрос, что преподают в Валенсии и на Балиарских островах? Какую морфологию, какие там учебники? Они совпадают с учебниками, которые в Каталонии, да, дети используют, или для них выпускают отдельные учебники? Мне кажется, что они выпускают отдельные учебники. Предполагаю. Но смотрите, отдельные учебники. Скорее всего, это один и тот же учебник. Но я не изучал этот вопрос. Но я предполагаю, что это один и тот же учебник, у которого есть какие-то маленькие различия. Иногда тебе надо изменить какой-то глагол, или иногда тебе надо смотреть. Но, например, когда мы читаем литературу в классах в Каталонии, мы читаем автора из везде. Тоже валенсийский, тоже из острова. И читаем все. Мы изучаем именно эти различия, которые есть, чтобы нам было легче понять. В принципе, все понятно, но легче, если тебе там рассказывают, какие эти различия. Другой вопрос это, что у меня не полностью понятно, какие я очень хорошо понимаю валенсийские формы глаголов, например. Но если мне надо говорить, я иногда, я не знаю, какая точно форма у них, понимаю, но у меня нет активного знания этих вопросов. Понятно. Я просто хочу сказать, что вы, наверное, все это изучаете уже на каком-то уровне. А вот начальная школа, пошли детишки в Валенсии учиться языку. Вот это вот вопрос. Чему их учат? Их учат формам барселонским, грубо говоря, морфологическим, или там специальные учебники в расчете на локальный вариант? Ну, на локальный вариант я не сказал бы. На нормативным валенсийским языком. Валенсийский язык на их стандартный язык. И у них даже есть дискуссии, потому что университеты используют какие-то различия в стандартном валенсийском, которые администрации валенсийского правительства используют другие. Есть какие-то морфологические формы, которые валенсийское правительство предпочитает более валенсийские формы, а университеты Валенсии, все университеты Валенсии, они используют один и тот же субстандарт, но они немного различаются от этих, которые есть в администрации Валенсии, и немного используют такие более общими формами. И тоже есть какие-то дискуссии, и пока не зафиксируют точно какой-то стандарт. Это небольшие проблемы, но тем не менее есть дискуссии именно потому, что не полностью зафиксирован подстандарт валенсийский. Ага. То есть сейчас идет, верно ли я поняла, сейчас идет там выработка валенсийского стандарта? Скорее всего, да, они сдают, словарь они уже сдали, не знаю, 15-20 лет назад, но и вопрос о том, что морфологии они приняли разные варианты. Нет иногда. И вопрос о том, что
Творятся никак. Каталонцы принимают все, которые валенсийцы считают своим. И наоборот. Валенсийская академия принимает все, которое есть в Каталонии. Поэтому стандарт теоретически не различается. Просто одни, ну, да, различается, но различается. Да, различается, потому что все считается правдым, но одни предпочитают одни формы, а другие предпочитают другие формы. А в разные варианты, которые есть в Валенсии, они пока не решили, какие точно выбрать. Просто разные институции, языковые институции, которые есть в Валенсии. Понятно. То есть могу ли я предположить, что поскольку идет процесс стандартизации для валенсийского, совершенно не исключено, что в какой-то момент валенсийский отложится от каталанского? Это всегда можно узнать, может проходить, но не кажем в какое-то будущее, которое я могу предвидеть. А что тут плохого? Вот я просто не очень вижу, если есть там, ну, от населения некоторое пожелание объявить себя, свой язык отдельным, что тут, в чем деструкция? Вот. Такого действительно, такого исчез, действительно. Мне кажется, последние 20 лет такого исчезло. И даже когда это было, это мне кажется, всегда была какая-то маленькая часть населения. Проблема в том, что она была очень связана с властью. Но в определенный момент было какое-то помирение, и вопрос исчез. Вопрос о том, что, скажем, долго политические понимание, которое было в Валенсии, это что принято, что это называется валенсийский язык, что хорошо, можно принять все нормы, которые есть в Каталонии, но тем не менее, которые они должны быть ближе к тому, что говорится в Валенсии. И все, ничего большего. И на самом деле это происходит тоже в Балиарских островах. Ну и да, там ближе к валенсийскому, да. Или как? Нет, в принципе это близко к каталонскому, потому что это восточный диалект. И разница в том, что из экономической точки зрения они намного более связаны с Каталонией. Валенсия намного ближе Мадрида. И, например, элиты из Майорки, они очень часто обучались в университете Барселоны. А элиты Валенсии очень часто изучались в Мадриде. Это из различия. Но просто они тоже хотят немного просто написать ближе к тому, что они говорят. Ну вот, свой локальный вариант. Нет проблем. Просто из этого не происходит то, что они думают, что это разные диалекты. Вопрос о том, что, например, эти, которые есть, например, правое правительство, которое было в 2011 до 2015 году в Балиарских островах, который был достаточно против каталонского, то, что он хотел, это супердиалектилизовать каталонский язык в Балиарских островах и сделать разные учебники для каждого острова. Понятно, да. Который снова полная глупость, но тем не менее. Но можно это звучит. Конечно, если
можно это ad infinitum сделать. Пожалуйста. Понятно. Когда мы слушаем друг друга на каталонском, мы прекрасно знаем, откуда человек. Но даже я могу сказать человек, откуда, с различием на 30 километров. Потому что и без того, что я не филолог каталонского языка, но просто слушаешь и понятно откуда. Очевидно. Но это другой вопрос. Последний вопрос. А на Боливарских там островах тоже все в порядке с языком? То есть там передача языка идет стопроцентная в семьях? Или там похоже? В принципе, передача языка нет проблемы. Проблема снова это, что у них они стали меньшинством именно из этих процессов, и у них нет столько сильной политики, как в Каталонии. И, например, нет такая у них, и поэтому может быть там какие-то проблемы. Там действительно проблемы есть в Южных островах, в Айвисе и в Форментера. Действительно, я не уверен, что там каталонский будет статься как живой обычный язык. Сейчас там действительно больших проблем. Что касается Менорка, нет никакой проблемы. И Майорка, в принципе, мне кажется, что довольно хорошо. Минимум работает. И последний вопрос про этот замечательный город в Сицилии. L'Alghe. Вот, как там, там-то уж точно проблема есть. Вот что сейчас там творится, вот очень интересно. Мне кажется, что там язык теряется. На самом деле, как и в Северной Каталонии. Язык там теряется, и все. Не жаль, конечно, потому что когда язык теряется, но в основном это будет очень трудно это сохранить. Немного, скорее всего, это может быть, как и в Северной Каталонии, в которой есть желание, что дети знали этот язык, что происходит даже в Чувашии, но совершенно другое дело, это что ты будешь говорить на этом языке с детьми. Ты хочешь, чтобы каким-то магическим способом дети изучали, но ты прекрасно знаешь, что итальянский или французский это действительно важный язык, и тогда тебе надо говорить на нем с детьми. И вот так теряются языки. А потом в Северной Каталонии они потом могут послать детей на каталонскую школу, которая все полное на каталонском, но дома на французском. Это гениально, но вот так бывает. Да. Ну, это во Франции. А какие-то программы вот на Сицилии там есть по сохранению? Это Сардиния. Ой, Сардиния, конечно. Знаю, что Сардиния. Да, конечно. Есть интерес. И тоже, в принципе, вопрос о том, что есть туризм, который происходит из Каталонии, поэтому каталонский является какой-то экономическим важным. Тоже как притягательным, да, элементом таким. Это может дать какие-то деньги, если ты знаешь каталонский. Да. И, но тем не менее, там продержались несколько да. Но абсолютно. Из этого, есть программы, есть преподавание как предмет в школах, но из этого с трудом. Просто количество носителей падает. А Каталония как-нибудь помогает этому замечательному городу, вот, в смысле поддержки языка? Да, конечно, но тем не менее, что можешь делать? Дать программы, телевизионные программы, дать поддержки. Да, можно. Это один язык, поэтому они могут использовать много вещей, которые есть на каталонском. Конечно, они говорят на какой-то диалекте, который есть
большое влияние сардинским и итальянским языком, они достаточно близкими к майорскими диалектами, но тем не менее, нет проблемы. Не получается, мне кажется, но я больше не могу, трудом, я не специалист именно о Алгере, знаю общие вещи. Ага. Спасибо. Ну вот это очень интересно. Вообще сам феномен интересный, как продержался язык столько. Действительно, да. Спасибо. Нас заждались два вопроса в чате. Первый от Марии: где можно почитать статью, на которую ты ссылался? Может быть, есть какая-то ссылка? Ну да, я буду, у меня, хорошо, буду копировать на чаты некоторые, я выбрал 4. Да, если под рукой, просто в чат дай ссылки. Да, под рукой, вот, даю сейчас, копирую то, что есть у меня, которое я выбрал по этой теме. Я так понимаю, что это заодно будет ответ на вопрос Татьяны, на какие опубликованные работы по теме доклада я могла бы ссылаться. Видимо, это как раз по теме доклада. Мне кажется, что это супер базовый. Первые 2 просто потому, что они написаны на русском языке. И другие. Первый, второй и 4 можно свободно найти в интернете. Книга Струбеля, к сожалению, нет. Так, еще есть вопрос. Уточните, пожалуйста, играет ли какую-либо роль при положении каталанского языка журнал «Ла Корбелья»? «Ла Корбелья». Я не помню этот журнал, извините. Имя непонятно, я слышал, но я даже не знаю, какая организация? Платформа de la Lengua. Да, понятно. Как сказать? Я не сказал бы. Это активисты. Это активисты, которые... Да. Я думал именно, это платформа правления. Это активисты. Я не сказал бы... Это ассоциация, это организация, которая активистов, и я не сказал бы, что они являются супер важными для языка. Конечно, очень хорошо, что есть люди, которые борются для языка и издают эти и очень многие другие журналы, но не больше, чем этого. Тут есть предположение в чате, что последний слайд был с литературой. Это так? Да. Последний слайд — это именно то, что я скопировал здесь. Все, я понял. Тогда можно не показывать. Я просто скопировал, и все. Коллеги, я больше не вижу вопросов, поэтому я бы сам задал несколько вопросов, но вы продолжайте думать. Если вы созреете, то тоже обозначайте себя. Вот этот вопрос, который я начал задавать насчет минимума каталанского языка, который был, я так понимаю, в 40-е годы, можно кратко рассказать, как менялось состояние, именно представленность каталанского языка в публичной сфере. И тут очень важно, что, мне кажется, в контексте, допустим, гагаузского языка или языков России, понимать, это были инициативы снизу или сверху. Это были решения правительства, или, может быть, какие-то были митинги, или, может быть, какие-то были запросы. То есть, грубо говоря, вот у нас ничего нет, а потом что-то появляется. А почему оно появляется? Вот откуда приходит запрос? Да, это совершенно, это основной вопрос. И поэтому сначала я говорил о том, что о мигрантов и какой разные социальные классы, какой была стратификация языков в социальных классах в Каталонии. Просто то, что получается, это просто нормально. Приезжают рабочие мигрантов. Они в каком слое населения находятся?
обычно, особенно если они являются очень много, это в нижних уровнях. Это, если это только нескольких, они может быть инженеров или директоров, но в этом случае идет речь о 1 миллион мигрантов из Андалузии, в основном. И они были внизу. А то, что они видят, это, первое, это не была первая волна мигрантов. Были предыдущих волна мигрантов, потому что в 19 веке в Каталонии была индустриальная революция. Это была единственная промышленная революция. Это было единственное и стране Басков, со стране Басков единственные места, которые это произошло в Испании. И из-за этого в Каталонии, которая была 10% населения Испании тогда, начали растить. И сейчас это 17% населения. И, например, в 1990-х годов, 100 лет назад, 120 лет назад, примерно 50% индустриальных, промышленных работников в Испании находились в Каталонии. Снова, у нас тогда было примерно 11% жителей Испании и 50% работников. Конечно, это возникала большая рабочая масса, которые приехали искать работу в Каталонию. Среди то, что происходило, что в 10-х и в 20-х годах 20 века эти жители находились в такой-то ситуации, у которой дети могли изучать каталонский спонтанно в улицах с другими детьми, и каталонский просто был обычный язык, который звучал без проблем. И второе поколение обычно они стали каталаноязычными, по крайней мере на 80%. То, что происходило, это когда это происходило в 50-х годах 20 века, эти рабочие мигранты, они не могли, особенно их дети, они не могли изучать каталонский, потому что каталонский тогда стал какой-то, я не говорил, какой-то тайный язык, потому что они говорили на нем, но полутайный. На самом деле он не был тайный. То, что они видели, что их начальники, директора, инженеры, врачи, все говорили на каталонском между собой, с ними только на испанском. Но они видели, что все эти люди между собой говорили на каталонском. И они поняли, что им надо каталонский язык, особенно их дети, если они хотят, стали врачами, юристами, инженерами и так далее. Хотя язык был на практике запрещенным. И поэтому, когда в конце 70-х годов было это начало, языковой процесс, сверху они хотели, чтобы образование было на каталонском языке, но теоретически только для носителей каталонского языка, потому что это не было хорошо принудить испаноговорящих изучать каталонский язык, по крайней мере, на каталонском языке. Ну, может быть, как предмет, но так как везде в мире. Ну. И наоборот, это было в рабочих кварталах около Барселоны, которые родители организовались и просили преподавателям, чтобы их дети обучали полностью на каталонском языке.
И это была потребность изнизу. И тогда получилось это. В начале не была такая идея, что преподавание будет только на каталонском языке. Но было какой-то смесь. Но тем не менее, большинство, больше всего преподавание было на каталонском. Проблема тоже была, что идея, которая была о языковой политике в этом времени, это было очень, скажем, они думали, что эти процессы идут очень автоматически. Они думали, что хорошо, даем фильмы, каталонский является официальным, будет звучить немного везде, будет какое-то потребование, чтобы работать в администрации, будем его преподавать в школах. Тогда это вопрос, что второе поколение автоматически все приходят на каталонский язык. И это не получилось вообще, потому что почему? Почему переходят на каталонский язык дома, если уже система строена таким образом, что ты каталонский язык просто изучаешь очень хорошо в школе. И испанский тоже это важный язык, это никто не хочет терять. Тогда это получилось. И у нас сейчас есть очень интересное общество, которое действительно двуязычным. Но на самом деле сейчас это многоязычным. И связь между этими языками, я не сказал бы, что абсолютно мирный, есть конфликт, но получается очень интересно. Особенно большой конфликт это не между жителями Каталонии, это между жителями Каталонии и жителями испаноязычных, которые приезжают в Каталонию, и у них есть такая идея, что потому что они живут в Испании, они могут использовать испанский язык, не что могут использовать, конечно, они могут использовать испанский везде, без проблем, но что им надо все найти обязательно везде на испанском языке, потому что они дома. И эта языковая концепция просто не сломалась в течение 40 лет и скорее всего, не будет сломаться. Теперь у меня немножко личный вопрос. Значит, это интересная очень ситуация, я-то, конечно, знаю о ней, что ты живешь в Чебоксарах, где совершенно отсутствует каталанский язык, и при этом говоришь со своими детьми по-каталански. Да? Я так понимаю, что Ирина, жена твоя, говорит с ними по-русски, но с русским языком, в общем, понятно. И плюс они еще знают чувашский в какой-то степени. Насколько сложно, будучи оторванным от, собственно, среды, тебе поддерживать знание каталанского языка в своей семье? Какие основные проблемы и какие основные методы ты используешь для того, чтобы все-таки это знание сохранялось? Не знаю. В первую очередь, проблема в том, что я единственный человек, который преподаю каталонский язык. То есть другого источника на самом деле нету. И это значит, что я это понял сначала. И это значит, что я с ними было необходимо проводить много времени, чтобы говорить с ними много, чтобы найти какие-то ниши, для которых каталонского языка может быть интересным и который может быть каким-то уникальным. Например,
Это трудности в этом, ну? Например, я с ними много пел, хотя я пел ужасно. И даже я знаю очень мало песней на каталонском языке, потому что дома никто не пел, когда я был маленьким. Но, тем не менее, именно то, что я знал несколько песней, особенно то, что я знаю, это прилив, который повторяется постоянно, и это очень помогает, потому что песни на каталонском были очень легкие, потому что был прилив. И они пели. И никто другой не пел, на самом деле, и дома. Поэтому песен и каталонский был как будто одинаково. Потом мультики, они в основном они видели на каталонском языке. Тоже был какой-то источник, который каталонский связан с мультиками, и с этим помогло. Другой, позже, когда я хотел, чтобы они начали читать на каталонском, надо найти форму, потому что, тем не менее, то, что мы говорим, восточный диалект, и то, что написано, на самом деле более западный диалект, для меня было очень трудно. И показал, что комиксы очень помогают, потому что это есть мало текста и много там рисунки. И это помогло очень много. И тоже, как будто комиксы на русском языке как будто меньше распространены, или, по крайней мере, в нашей семье это не было. Поэтому все это немного помогало. Но, тем не менее, были проблемы. Я помню, особенно со старшей дочерью, я помню несколько раз, у которой они начали оба говорить очень рано на обоих языках, на самом деле, но очень рано. Но, тем не менее, с старшей, то, что получилось, то, что иногда были какие-то новые структуры, я видел, синтаксические структуры на русском языке, которые она усвоила, и тогда у нее была какая-то идея, что она не может говорить на каталонском, потому что эти структуры, их пока они не знали, эти структуры, похожие структуры на каталонском языке. И у нее был даже 3 раза сильные кризисы, потому что она не смогла говорить со мной на каталонском. Другой очень важный вопрос. Они считали, что я не говорю на русском, потому что я говорю очень плохо на русском, особенно и раньше намного хуже. Поэтому папа не говорит на русском. Даже иногда они хотели, чтобы меня изучать, особенно старшая дочь, на русский язык, чтобы я немного знал, потому что как можешь не знать русский? Я бы знаю, расскажи, да. Но это очень помогает, потому что если у тебя есть эта идея, что с папой не можешь говорить на легким языком, тогда тебе надо говорить на другой. Если папа прекрасно знает легкий язык, тогда ты будешь говорить на легким языком с ним. И это было супер помощь. Тогда, когда были, например, эти кризисы, просто то, что единственное, что я мог сделать, это проводить с ней больше времени. Например, 1 неделю, много часов с ней говорить, играть и так далее, до того, что она преодолеет этот кризис, она видит, что она может говорить. Может быть, она изучала новые структуры синтактические, не могу сказать, но тем не менее это происходило. Ну вот, не знаю, мне кажется, то, что с другой стороны, я тоже хочу, чтобы мои дети изучали испанский язык. Просто потому, что для чего терять эту возможность? Это глупость. Но для меня это проблема.
потому что я знаю, что, ну, первое, я хочу говорить на каталонском с ними, потому что это мой родной язык, это язык, который говорит вся моя семья. Так же, как моя жена. Сначала она пробовала изучать испанский, она пришла со мной, с моими друзьями, с моей семьей, и никто там не говорит на испанском. Просто все знают, конечно, но никто не использует его в семье. Что она сделала? Сразу изменить и изучать каталонский. Тоже с детьми одинаково. Если я хочу, чтобы они были стали членами семьи, необходимо, что они говорили на этом языком. Поэтому, но я единственным источником, то, что необходимо, чтобы я провожу много времени с ними на этим языком. Если я буду источником второго языка, тогда что-то не получается, нет достаточно времени. Я думал, что я буду с ними говорить после того, что они начали, ну, когда станет 8, 9, 10 лет, примерно так. И тогда уже. И с старшей дочь мы начали это сделать. Например, в автобусах. На транспорте мы начали немного говорить на испанском в качестве игры. И действительно очень быстро захватила язык, потому что сразу видишь какие-то изменения, и что более похоже, ну, все. Но то, что я не предвидел, особенно у девочек, что они стали подростками. И тогда есть какие-то конфликты с папами особенно. А сейчас это кончилось. Хорошо. Посмотрим то, что происходит. Я уверен, что она будет изучать испанский очень быстро. Но сейчас это не получается. Даже с каталонским не получается. Сейчас. А с мальчиком будет сделать одинаково. Сейчас даже я начал с ним иногда попробовать говорить на транспортном слове на испанском. И потому что сейчас он готов. Он прекрасно усвоил каталонским. Он сейчас читает довольно хорошо тоже на каталонском. И мне кажется, что сейчас он готов с испанским. Ну, у меня еще, конечно, много вопросов, но просто, чтобы мы уже, так сказать, я не узурпировал пространство, я задам еще один. Но, коллеги, если у вас в ходе обсуждения появились еще вопросы, вы можете себя обозначать, вот, потому что мы близимся к 2 часам нашего заседания, и я думаю, что это хороший хронометраж, чтобы подбираться к концу. Меня, на самом деле, больше всего интересует, не больше всего, но особенная ситуация с каталанским языком в Андорре. Потому что Андорра – это единственное место, где один официальный язык. То есть, если мы говорим про Валенсию, про Барселону, про Балеарские острова, там каталонский язык все-таки он с испанским вместе. А вот в Андорре он единственный официальный. То есть, я так понимаю, что там все официальное вообще использование языка – это только каталанский. Но, тем не менее, поскольку Андорра – это крошечное государство, там точно есть влияние испанского и французского языка. Вот, например, опять-таки, этой ситуацией, наверное, чтобы хорошо рассказать, надо специально заниматься, но, в принципе, вот в обществе, в Андорре, на улицах, все-таки, допустим, молодые люди, они все-таки говорят на каталанском языке или на каком-то другом? Как это распределено? Ну, да, это прекрасный случай, у которого видно, что то, что язык является официальным, это далеко недостаточным. Далеко. Среди прочего, потому что это, да, крочка. И они являются какой-то ничтожным процентом, с извинением, с андоранцами, с каталонскоговорящих пространств. И эти андоранцы, среди прочего, они много изучались в Барселоне, например, в университете. И они прекрасно поняли, что язык, общий язык,
это испанский. И действительно то, что происходит, это что в Андорре общий язык – это испанский. Конечно, то, что есть какой-то есть какое-то более право в том, что это единственным официальным языком, и это необходимо для получения официальную работу и так далее. Ну, так же, как в Каталонии, в конце концов. Ну, это недалеко недостаточно. То, что у них ситуация, в конце концов, это очень похоже на то, что есть в Каталонии. То есть почти полная билингвизация населения, более-менее, немного упрощаю, но довольно большая билингвизация, но тем не менее, скажем, язык by default это испанский. Если два человека находятся на улице и не знают друг друга, они, скорее всего, будут говорить на испанском. Это то, что получается. Но потом, да, система и общество дает возможность, то есть более-менее все изучают язык. Есть одно различие. То, что Андорра на самом деле это государство, но государственная структура, она создана довольно недавно. У них это было какой-то частично, есть система, которая есть частично французская, частично испанская. Например, почта. У тебя есть испанская почта и французская почта. Нет андорранская почта. Ты просто выбираешь, куда ты хочешь письмо послать. По одной или по другой. И с образованием было одинаково. Ты можешь выбрать французскую или испанскую. Французскую будет все на французском. А испанскую будет все на испанском. Потому что это связано с Министерством Мадрида. И, конечно, это вне Испании. То есть испанский, не какой-то региональный язык Испании. Они создали образовательную систему, где каталонский язык является основным языком обучения. Но у них сейчас есть 3 системы обучения. Поэтому система обучения это не точно как в Каталонии, это даже сложнее. Ну, более-менее то, что я могу сказать. И у них тоже эта экономика развивалась очень много. То есть у них население растет довольно высоко в результате миграции, как и в Каталонии. Хотя, да, и как в Каталонии, частично часть населения на 2-м поколении, на 3-м поколении приходит к каталонскому языку как основной. В конце концов, как процента населения, который говорит на каталонском, процента каталонский становится меньше и меньше. Как общее количество больше и больше. Но я так понимаю, что благодаря тому, что каталонский язык все-таки является единственным официальным, он, по крайней мере, в какой-то мере продолжает использоваться и сохраняться, потому что если бы этого не было, он бы исчез уже давно, наверное. Да, просто не можно сказать, что каталонский язык будет исчез. Не будет исчез. В Андорре. В Андорре нет, и в Каталонии нет, в Балиарских островах не видно, кроме в Южных островах, возможно. В Валенсии труднее сказать, но в принципе не будет что-то быстро вообще. Но просто есть сложные демографические процессы у нас, очень сложные. И потом есть этот конфликт
ситуация в Испании в последних 20 лет, 15 лет особенно, который, ну, трудно сказать, это куда идет. Какой-то конфликт, это неплохо для языка, на самом деле. Потому что немного конфликт, это дает уверенность, что язык важен. Но когда ситуации становятся слишком много конфликтуальными, там действительно есть проблемы. Но в Андорре такой ситуации нет. Ну что ж, коллеги, мы как раз, мне кажется, уложились 2 часа, ну, примерно, да, то есть если больше никто не хочет проявиться, то нам остается поблагодарить докладчика Грандон Данкан Эктор, este tre interesse vere, mimem exis multe, do Grandan Данкан pro via venido. Спасибо большое. Я тоже хочу поблагодарить многоуважаемого Гектора и Артема за такую встречу. Было очень все содержательно, было все интересно. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Спасибо всем участникам. Да, спасибо До большое. свидания. Всем свидания. спасибо большое. Спасибо организаторам тоже. Спасибо большое всем. Организаторам тоже. Большое спасибо. Юлю, я так понимаю, надо остановить запись, да? Или как? Там какая система? Да, я останавливаю запись. Саулон.